Следственный комитет проводит проверку Иглинской больницы. Накануне в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлено, как мужчина с ампутированными по колено ногами передвигается ползком. Нашей съемочной группе удалось найти этого пациента и пообщаться с ним, а также выслушать версию врачей больницы. Подробности у Анастасии Ильчебаевой. Именно эти кадры прославили Иглинскую больницу на всю страну. Больной с ампутированными конечностями пробирается по коридору ползком. Общественность возмутила, что никто не спешит помочь пациенту. Видео и вправду выглядит пугающе и бесчеловечно. Но вот врачи районной больницы говорят, что у ситуации есть объяснение. Он выползает из помещения, где проводится ремонт, бетонирование полов. Вот чуяли запах дыма. Пока мы там осматривали помещение, он уполз. Каталка стоит, она ему тут не нужна была, потому что он туда на ней заехать не мог. Герой ролика, рассказывает заведующий хирургическим отделением, где и было снято видео, таким образом возвращался из туалета. Мужчина – заядлый курильщик. На запреты медперсонала не реагировал. Видео было снято еще в августе, когда в больнице шел ремонт. Коляска не проезжала к тому месту, где любил курить пациент. Ну, то есть это он делал тайком, он прятался от персонала. Поступил с поражением, пришлось сделать ампутацию, так как там поражение было глубокое, 4-й степени. Вот. После проведенного лечения все раны зажили, но выписать больного домой, к сожалению, мы не могли, потому что дома как такового у него не имелось. В больнице мужчина находился 10 месяцев. Все это время за ним ухаживал персонал. И медсестры, и уборщики, санитарочки за ним ухаживали, его мыли, приносили из дома сотрудники ему и футболочки, и приносили штаны ему. У него всегда была своя каталочка, и у нас в отделении существует 5 каталочек. Кто снял ролик? Ну, скорее всего, это сотрудник, не пациент. Но я считаю, что это полная провокация, провокация против отделения, провокация против главного врача. Ролик, кстати, появился в интернете в тот момент, рассказывают сотрудники, когда в больницу приехали гости из республиканского Минздрава. Вместе с этим видео выложили еще одно. Пациент лежит на полу. Мужчина, рассказывают врачи больницы, поступил к ним с пролежнями, вел себя возбужденно, мог кричать и падать с кровати. В итоге его зафиксировали одноразовыми простынями, которые, кстати, видны на кадрах. Их пациент вскоре порвал и снова упал на пол, объясняют медики. Уборщица, которая у нас находится в отделении 1 на 49 человек, самостоятельно его не смогла поднять на кровать, и она подложила под него матрас. Но нахождение на полу это было буквально кратковременным. Подошел сын и сделал видеосъемку. И когда персонал поднимал его отца, он не подошел, не помог, он просто равнодушно наблюдал со стороны. Я вообще хочу обратиться ко всему населению, что не надо из медиков делать злодеев. Если медики просят помочь в уходе, помочь в лечении пациента, надо отзываться и помогать, работать сообща. А вот у Валерии Дамкина, как зовут мужчину с ампутированными конечностями, родственников в республике нет. В 90-х приехал из Киргизии, поселился в Иглино, но в последнее время злоупотреблял алкоголем. Жизнь в квартире этого дома мужчина променял на существование вот в этом гараже. В нем он прожил 4 года перед тем, как попасть в больницу. Ноги, можно сказать, терял постепенно. Сначала обморозил пальцы, когда ночевал на теплотрассе. Ампутировали, но жизнь не поменял даже после этого. Отказался ехать и к дочери в Германию, когда зять приехал за ним и искал тестя среди многочисленных друзей. За это время мужчина потерял все документы. Восстанавливать их помогали сотрудники Иглинской больницы. Он категорически отказывался от нас уезжать. Паспорт получили для него, потом ИНН, СНИЛС, медицинский полис. Ну, все документы, которые это необходимы были. Вот все восстановили. Потом провели этот медосмотр. После медосмотра ему на оформление инвалидности по медицинским показаниям. Потом ему инвалидность дали, 1-ю группу. Пенсию по инвалидности это я ему оформляла. Нам удалось пообщаться с Валерием Дамкиным. Сейчас его определили в Кудеевский интернат. На видео мужчина себя узнал. Вспомнить ситуацию, куда направлялся, что делал на видео, не смог, но подтвердил. Бывало, когда было удобнее, передвигался на четвереньках. Отношение к нему врачей объясняет на пальцах. Понимаете, что тут? 100%. Нигде не обижали. Все ухаживали, и первое время кушать приносили, все. Потом вот дали. О том, что видео с ним посмотрели уже тысячи людей по всей стране, и не знал. Такая слава, признается, ему не по душе. Живет скромно, навещают разве что соседи, которые подкармливали его, когда жил в гараже. А курить, несмотря на наставления врачей, он так и не бросил. Анастасия Ильчебаева, Анас Валиуллин, Вадим Исламов. Новости. Иглинский район.